Мы в этом году разработали и утвердили концепцию развития экологической и экономической системы Иссык-Куля. Обмеление оно есть, но больше такого цикличного характера. Иссык-Куль, у него описано изменение цикла. Один цикл – это 330 лет. Как вы знаете, в 96-97 годах был пик уровня воды, после этого идет спад. Это как бы такой контролируемый спад, так скажем, но есть некоторые изменения. Ведутся разные изучения, и мы в рамках этой концепции хотим утвердить регламент изучения Иссык-Куля и протокол наблюдения и мониторинга за состоянием Иссык-Куля. Это гидрофизическое состояние, гидрохимическое состояние, микробиология. У нас работа ведется с разными институтами международными. Вот недавно была экспедиция Института океанологии Академии наук Российской Федерации, и мы совместно с ними неделю исследовали этот Иссык-Куль. Сейчас результатами мы поделимся. До этого была экспедиция Лейбницкого университета в Германии, тоже совместно исследовали. И мы хотим участить вот такие исследования и такой плановый регламент разработать. Такого не было у уполномоченных государственных органов, такого общего мониторинга за состоянием Иссык-Куля не было. Министерство чрезвычайной ситуации по своей функции они наблюдали, Министерство сельского хозяйства, служба водных ресурсов, они по-своему наблюдают, мы по-своему. И мы хотим все это обобщить и сделать такое комплексное исследование. И сейчас принимаются меры по внедрению такой системы мониторинга.